والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Хадис от Ма'киля ибн Ясара, который сказал: я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Ма мин абдин ястар'ихи Аллаху ра'ия, ямуту яума ямут, ва ва гашшун ли ра'ияти, илля харрам Аллаху алейхи аль-джанна». Любой человек, которому Аллах поручит управление подчиненными, если он был нечестен в отношении них и умрет в этом, то Аллах субхану ва тааля сделает для него запрещенным рай. Этот хадис, который привели оба имама, Бухари и Муслим, это великий хадис. Великий хадис, каждый из нас, каждый человек должен все время помнить об этом хадисе. Держать у себя слова эти перед глазами. «Ма мин абди», ни одного нет такого раба, сказано. Если Аллах поручил ему кого-то, каких-то подопечных, и он был нечестен в отношении них, не соблюдал свою обязанность по отношению к ним, обязанность какую? Искренности по отношению к ним, то, сказано, сделает для него Аллах запрещенным рай. Если он умрет, не покаявшись в этом, Аллах сделает запрещенным для него рай. Это касается, братья, не только правителя верховного, хорошо, халифа ли, короля ли, президента ли, нет. Это касается любых людей, у которых есть кто-то, кто является его подопечными, за кого он отвечает, за кого он несет ответственность. Касается всех практически, потому что сказано «Куллукум ра'ин». Каждый из вас, он раин, попечитель. Каждый из вас, он попечитель. Каждый из вас пастырь. Каждый из вас пастух. Ва куллюку мас'улун ан ра'ияти. Каждый из вас отвечает за своих подопечных. Человек, мужчина, отвечает за свою семью. Это твои подопечные. Жена, дети. Кто у тебя есть в доме? Аллах субхану ва тааля сделал тебя попечителем над ними. И если ты умрешь, не относясь к ним искренне, не относясь к ним честно, как подобает, к этим своим подопечным, тогда тебя ожидает то, что тут сказано в этом хадисе. Харрам Аллаху алейхи аль-джанна. Аллах сделал для него запрещенным рай, сказано. Пусть каждый подумает, если ты принес в дом то, что является грехом, то, что толкает на грех твоих подопечных, твою семью, твоих детей, твою жену. Ты умрешь, ты будешь в могиле, хорошо, но ты будешь отвечать за этот грех. Человек принес домой какую-нибудь там спутниковую тарелку какую-нибудь, установил каналы разные, 200, 300, где показывают разный харам. Так что семья может, ребенок может нажать и включить какой-то канал, где показывается харам. Ты отнесся к своей пастве, к своим подопечным как? Нечестно, неискренне. Ты толкнул их на грех. Ты будешь в могиле, алейязу билля, ты будешь мертвым, но ты был нечестен в отношении своей паствы, неискренне. Тебя ждет то наказание, о котором сказано в этом хадисе. Поэтому человек, он должен остерегаться того, чтобы после себя не оставить в своей семье что-то, что является для них запрещенным, является харамом. Аллах тебе это доверил. Это амана, доверенная от Аллаха субхану ва тааля. Сюда относится, конечно же, и учитель в школе, сюда относится и директор школы, сюда относится любой человек. Безусловно, сюда относится имам мечети. Хорошо. Сюда относится любой учитель. Все это, что попечители, у которых есть подопечные, к которым они должны относиться искренне. Все, кто под твоими руками, если ты отнесся к ним неискренне, Аллах субхану ва тааля сделает запрещенный для тебя рай. Вопрос общий. Касается женщины тоже. Потому что женщина, как сказано в хадисе, она что? Попечитель. Дома, в доме мужа. Смотрит за детьми она, за хозяйством, за имуществом мужа. Если жена, например, тратит имущество мужа без его разрешения, на вещи, в которых нет нужды, не относится рачительно к этому,
То же самое, она что? Относится неискренне к своим подопечным. Если она умрет, делая это, не покаявшись, то же самое, для нее запрещен рай, сказано. Какие выводы можем сделать из этого хадиса? Первый вывод, что все в руках Аллаха Субхану ва Тааля. Все в руках Аллаха Субхану ва Тааля. Никто не сможет прийти к власти, получить какое-то влияние или власть, если на то не будет воли Аллаха Субхану ва Тааля. Откуда мы сделали этот вывод? Смотрите, любая власть, любое влияние, малое или большое, это по воле Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что сказано здесь «Ма мин абдин ястар'ихи лаху раия». Всякий человек, которого Аллах поставил попечителем. Аллах ставит людей попечителями. Об этом должны мы помнить. Хорошо. Другой вот из этого хадиса, что если человек покается, то есть да, он, предположим, относился в какое-то время к своим подопечным так неискренне, нечестно, но потом человек искренне покаялся, оставил это, и стал после этого искренне по отношению к своим подопечным, то его не коснется это наказание, если принято его покаяние, альхамдулилля. У каждого недуга есть свое исцеление. Исцеление вот этого недуга – это покаяние перед Аллахом Субхану ва Тааля. Другой вот из этого хадиса, что любой человек, имеющий какую-то власть, он должен быть искренним в отношении тех, над кем поставил его Аллах Субхану ва Тааля из подопечных, потому что здесь очень сильная угроза тем, кто не делает этого. Следующий вот из этого хадиса, что если человек не искренен в отношении тех, кого Аллах поручил ему, то это из каких грехов? Из малых или из великих? Это из великих грехов. Почему мы делаем такое, что это из великих грехов? Потому что за это есть угроза наказания в вечном мире. Всякий грех, за которого специальная угроза упомянута, хорошо, в Коране или Сунне, это относится к большим грехам. Сказано, человеку запрещен рай. Смотрите, какая страшная кара человеку. Запрещен для него рай. Но вопрос, если человек не войдет в рай, то значит куда пойдет он? Нету третьего пути, есть только второй путь. Если запрещен рай, значит ад. Значит ад. Это очень страшно. Только вопрос, войдет ли такой человек в ад навсегда или войдет в ад на какое-то время. Хорошо, будет ли он в аду мучиться вечно или, отбыв тяжкое это наказание в аду, потом выйдет оттуда через какое-то время. Убеждение ахля сунна валь джама, последователи сунны единой общины, таково, что если человек был мусульманином, был верующим, был единобожником, если в его сердце хотя бы на вес зернышка было веры, было единобожие, хорошо, то тогда такой человек не будет в аду навечно. Потому что то, что обрекает человека на наказание вечное, это нарушение самого главного права Всевышнего, права на поклонение Ему одному, то есть нарушение единобожия. Все остальные грехи, да, за них бывает наказание, но это не вечное наказание. Но здесь, братья, нужно сделать оговорку и сказать, есть некоторые люди, которые подходят легковесно к этому вопросу и говорят, ну, мувахид, единобожник, наказание ему не вечное, и успокаиваются этим, и говорят, все равно потом будет в раю, и совершают грехи. Валлахи, валлахи, кому-то сказать, если тебя посадят на 20 лет в тюрьму, или на 30 лет в тюрьму, ну ты потом выйдешь оттуда, не переживай, хорошо, не пожизненно. Этот человек приложит все силы, чтобы избежать этого наказания. А это всего лишь тюрьма на этой земле, в течение всего лишь короткого срока. А речь в хадисе идет о наказании терпеть, которое невозможно, пересказать которое невозможно. Хорошо? И наказание неизвестно на какой срок. Как человек может так легко к этому относиться? Как бы то ни было, мы сказали убеждение ахля сунна валь джама, что такой человек не входит в ад навеки, навсегда. Ахля сунна валь джама, как во всех вопросах, находится посередине.
В том числе посередине, братья, в отношении вот этих вот аятов и хадисов, касающихся угрозы. Угрозы. Люди, которые относят себя к исламу, в этом вопросе разделились на 3 группы. 2 крайние группы и 1 посередине. Одна группа ушла в какую крайность? Сказала та группа, которая ушла в эту крайность, есть обещание Аллаха Субхану Тааля для единобожников, для мусульман. Хорошо? Обещание для них награда, обещание для них блага. И поэтому эта группа сделала упор на какие аяты и хадисы, касающиеся обещаний Аллаха Субхану Тааля, благих. Вторая группа, которая с другой крайности, она сделала упор на какие аяты и хадисы? Аяты и хадисы угрозы. Хорошо? Лишь Ахлю Сунна валь Джамаа стоит в этом вопросе посередине. Та группа, которая ушла в сторону чего? Обещаний. Они говорят, ничего. Главное, иман есть в сердце. Есть иман, если в сердце, значит не будет ничего, никакого наказания. Это для кафиров, для них, для неверующих, для них всякие наказания. Для тех, у кого есть мусульманин, кто в сердце вера есть, нет для него ничего. А мусульманин, какие бы он прегрешения ни совершал, ничего. Это не повредит ему, даже если это большой грех. Это убеждение кого? Это убеждение группы, которая называется мурджиа. Мурджиа. Хорошо? Те, которые говорят, ничего, деяния на иман не оказывают влияния, ничего. Другая же группа, те, которые сказали, что нет, если мусульманин, пусть он мусульманин, пусть его иман в сердце есть, но все равно, если он совершает большие грехи, не доходящие до уровня куфра, неверия, ширка, но большие грехи, все, он войдет в ад навсегда. Или он является неверующим. Это группа, которая называется как? Хариджиты и му'тазилиты. Это 2 группы, имеющие такие убеждения. Та первая группа опасна, очень опасна. Почему? Потому что она открывает, или точнее взламывает дверь, куда? Ведущую к прегрешениям. Если люди говорят, а все равно мы мусульмане, у нас вера в сердце, все, мы единобожники, то люди начнут потом совершать прегрешения, грехи, ослушиваться Аллаха Субхану Тааля, те, которые не доходят до уровня куфра, и говорить, что ничего, альхамдулилля, наша вера все равно полная, никак грехи на нее не влияют, грехи с нас сняты и так далее. Вторая группа, это тоже опасно. Это тоже опасно. Хорошо, почему? Потому что это ведет к отчаянию людей, потому что это закрытие таубы, двери покаяния, потому что это закрывает дверь надежды, потому что это ведет к тому, что мусульман называют неверующими, потому что это, в конце концов, воззрение лжи на Аллаха и его посланника. Поэтому 2 стороны это плохо, а истина, где истина, она посередине. Истина посередине. Почему проблема возникла такая у этих 2 групп крайних? Потому что они смотрят на тексты Курана и Сунны как однобоко. Всякий однобокий подход и взгляд с одной стороны, он ведет к таким проблемам. А Ахлю Сунна валь Джамаа рассматривает все тексты вместе, целиком, аяты и хадисы. И поэтому убеждение Ахлю Сунна валь Джамаа, да, человек верующий, мусульманин, единобожник, пусть, если у него даже веры на вес пылинки, на вес горчичного зерна, он не останется в аду навсегда. Но мусульманин не застрахован от того, что Аллах Субхану Тааля подвергнет его наказанию в вечном мире, адскому наказанию. Не застрахован от этого, хотя и не останется там навсегда. Это убеждение Ахлю Сунна валь Джамаа. Кто-то скажет, а как же вот этот вот вопрос? Здесь сказано «Харрам Аллаху алейхи джанна», этот хадис. Аллах сделал запрещенным для него рай. Сказано все, харам для него рай. Как понять здесь это? Что мы скажем? Мы скажем, вход в рай, когда говорят о входе в рай, есть 2 вида входа в рай. Хорошо? Это ад-духуль аль-мутлак и мутлак ад-духуль. Что это значит? Духуль аль-мутлак это значит вхождение в рай без какого-то предварительного наказания. Прямое. Хорошо? Вхождение в рай. И есть мутлак ад-духуль.
Мутлаху духуль это, что вообще будет вхождение, но не сразу, после наказания. Здесь, в этом хадисе, отвергается какое именно вхождение в рай? Первое. То есть вхождение в рай вот так без чего, без какого-то наказания. Да, то есть человек войдет в рай, но когда? После того, как испытает наказание в аду, да упасет Аллах Субхану ва Та'аля. То есть Аллах Субхану ва Та'аля сделал для него запрещенное вхождение в рай какое? Сразу, без каких-либо мучений, без каких-либо страданий. Еще вот из этого хадиса, в этом хадисе, конечно, есть подтверждение веры в рай. Кто-то скажет, зачем подтверждать веру в рай, и так это понятно уже, что здесь еще подтверждать. Но скажем, да, альхамдулилля, вера в рай у нас убежденная, но это еще что? Дополнительное подтверждение этой веры, которое увеличивает нашу убежденность.